Здравствуйте, это мобильные новости на Якутия-24. Меня зовут Ольга Лысак, и сегодня я расскажу вам о событиях этой недели, которые не остались без внимания пользователей социальных сетей. Сегодня в программе «Непогода» пришла в районы Якутии нежданно-негаданно. Одни борются со снегом, другие с лужами и грязью. Пес-потеряшка и собаки-герои. Наши на 17-й сессии форума ООН по вопросам коренных народов в Нью-Йорке. Каратэ-пацан из Нерюнгри и музыкант из Якутска исполнили саундтрек к сериалу «Игра престолов». Соцсети разрывают видео и фото о резком ухудшении погоды в районах республики. Особенно досталось южной части. К примеру, в Алдане снегопад шел несколько часов. Синоптики предупреждают, что остальным районам тоже стоит ждать ухудшения погоды. Не успели они предупредить, как действительно вслед за Алданом начали появляться сообщения о выпавшем снеге в Вилюйске, Мирном, Нерюнгри и Якутске. Сколько можно? Я начинаю вспоминать песню Гарика Бульдога-Варламова. Опять метель, какого хрена, ведь сейчас апрель. Снег так накружил, что жителям одного из домов теперь придется спасаться от протечки. Подписчики одной из соцгрупп пишут, что протечка крыши весной и летом – это проблема ни одного дома в Алдане. На кадрах шиферная крыша многоквартирника по улице 50 лет в ЛКСМ, дом 104. Жильцы сетуют, что покрытие не менялось со времен сдачи дома. 18 апреля Нерюнгри засыпало снегом так, что движение на дорогах было затруднено. На участке Нерюнгри-Чульман из-за гололеда произошло ДТП с участием междугороднего такси и самосвала. О, в автобус, что ли, вляпал? Который на Якутск ходил. Пользователи соцсетей даже сравнили фото сегодняшнего заснеженного Нерюнгри с прошлогодними апрельскими видами. Как сами видите, разница налицо. Еще совсем недавно на улицах теперь уже заснеженных городов были лужи, которые моментально вскрыли проблемные участки на дорогах. Улица Чурапчинская в Нерюнгри, дорога возле новостроек. Пользователи соцсетей жалуются, что огромные ямы не дают нормально ездить. Приходится объезжать их по встречной полосе. Их даже пытались засыпать, но сделали только хуже. Появились бугры, сетуют местные жители. Но есть и те, кому нипочем ни лужи, ни ямы. Такого отчаянного ребенка застали на улицах Нерюнгри. А вот в столице республики местные жители жалуются на огромные лужи, через которые не то что не перепрыгнешь, даже не обойдешь. Комментаторы пишут, что Якутск наш то Париж, то Венеция. Вот это все растает. Еще не растаяло. И здесь прохода не будет вообще. Вот этого сухого островочка, так сказать, его не будет. А следующее видео с 203-го микрорайона города Якутска. Здесь видно, что прямо с водостока новостройки затапливается подъезд примыкающего дома. Другой проблемой пользователи называют грязь, которая теперь встречает нас буквально на каждом шагу. Тем временем в Ленске тишь да гладь. Здесь даже не пахнет ни снегом, ни ветром, зато воды хоть отбавляй. Очевидцы пишут, что машины словно лодки проплывают по территориям ленских дворов. Если такая высокая машина, как джип, с трудом преодолевает водные препятствия, то что происходит с другими маленькими автомобилями, задаются вопросом ленчане. На видео знаменитая лужа возле магазина «Капитан». Результат больших осадков, ответственные работы управляющих компаний и городской администрации, пишут они. И вот уже в небе появляются предвестники прихода долгожданной весны. Некоторым даже удалось добыть себе пернатого. Так, на Вилюйской трассе машина совершенно случайно сбила утку. А вот у семьи Аргуновых, жителей села Этыкёль Татинского района, созрели свои огурцы, которые они с радостью едят второй год подряд. Хозяйка Маргарита Аргунова выращивает так называемые раннеспелые огурчики.
Радуется и пес-потеряшка, который наконец нашел своего хозяина. Питбуля увидел молодой человек на улице Якутска. Тот чуть не попал под колеса. Ему пришлось остановиться на своем автомобиле, включить аварийку и подозвать пса, который вполне дружелюбно подошел к незнакомцу. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well. Сразу же в соцсетях он разместил объявление, благо хозяин быстро нашелся. А вот еще одна история о собаках, а именно об их преданности. В одном из поселков Усть-Майского района на кочегара напала волчица. Жизнь в ту ночь мужчине спасла его верная собака и ее щенок. Выскочила наша собака сторожевая, Альфа, и преградила ей путь. Мне вот этих вот буквально доли секунды, может, пару-две секунды хватило, чтобы я взял в руки лопату для самообороны. Но, тем не менее, волчица, она повалила нашу собаку на землю, бросила собаку и побежала на меня. И получилось так, что я лопатой-то отмахивался, кричал, а она не боится ничего, абсолютно. И на меня бежит дальше. И на мое счастье, опять же говорю, вот маленький щенок наш, он вышел в котельной и на пороге стоял. Щенок юркнул в какую-то щель, и волк оказался в помещении котельной. Валерий успел закрыть дверь и позвонил в полицию. Прибывший наряд полиции вначале не поверил ему, но убедившись, что в котельной действительно злобное животное, с одного выстрела уничтожили его. Защитить только уже себя вполне сможет наш следующий герой из Нерюнгри. В соцсетях его прозвали уже «карате-пацан». Одних поразило его мастерство, мамочки же обеспокоились скорее тем, что мальчик находится на улице в одной футболке. Другие дети из того же Нерюнгри отрабатывают не удары, а способность скользить по автомобилю. Количество видеосюжетов с маленькими хулиганами сегодня зашкаливают, подписали видео пользователи. А перед нами снова Нерюнгри. На кадрах видно, как с 4-го этажа свисает человек, укрытый одеялом. Вызволять его приехали 2 пожарные машины. В Якутске по улице Семена Данилова произошло ДТП. Видно, что никто не пострадал. Водитель КАМАЗа снес только ограждение. На еще одной проезжей части в столице республики по улице 50 лет Советской армии упал высоковольтный столб, который, по словам очевидцев, лежал и дымился. Угрожающие свисающие провода не на шутку напугали местных жителей. Энергетики напоминают, в случае обнаружения упавшего на землю провода не приближаться к нему на расстоянии менее 8 метров, а отходить от него необходимо гусиным шагом, что означает, не отрывая ноги друг от друга. При этом запрещается прикасаться к каким-либо предметам и другим людям, находящимся в опасной зоне. В опасности, по мнению родителей, находились и воспитанники частного детского сада Мэри Поппинс в Якутске. Няня-волшебница по книгам писательницы Памелы Треверс отличались исключительной идеальностью воспитания детей. В нашем случае женщина во время тихого часа вела себя не просто неласково, а агрессивно. К другим новостям. Полным ходом в столице республики реализуется проект по открытию улицы Кирова с благоустройством прилегающей территории. Проект вошел в федеральную программу «Комфортная городская среда». В минувшие дни активисты якутского отделения ОНФ установили велопарковку на 20 мест. Они надеются, что первые автомобили проедут вдоль Дома правительства уже 27 апреля, в день образования Республики Саха-Якутия. Певица Саина открыла 17-ю сессию ООН по вопросам коренных народов в Нью-Йорке. Она исполнила якутский таюк, композицию на хамусе и ивенскую песню «Танец солнца» с бубном. В состав делегации вошли такие видные политики Михаил Гуляев и Феодосия Габышева.
Продолжаем. Музыканты из Якутска исполнили саундтрек к знаменитому сериалу «Игра престолов». Исполнить его решились хомусистка Василена Шарина и группа Джол. Как отметили пользователи соцсетей, композиция получилась не хуже оригинала, а хомус даже добавил остроты всеми полюбившейся композиции. В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram на территории России. В первой половине дня многие пользователи заметили, что сервис недоступен, но уже к вечеру он продолжил работу. Основатель мессенджера Павел Дуров предупредил, что делается все возможное для того, чтобы юзеры из России могли пользоваться Telegram без каких-либо проблем. Ближе к полуночи по московскому времени сервис начал рассылать уведомления с обновлениями. Этим же вечером активисты, фиксирующие динамику в реестре запрещенных сайтов, заметили массовую блокировку различных IP-адресов. Сначала их было 655 тысяч. Через некоторое время их число превысило 15 миллионов. В реестре появились даже подсети Amazon и Google. Вскоре о сбоях в работе стали писать многие службы. Как получилось, что хотели заблокировать одно, а под раздачу попали чуть ли не все? Основатель Telegram Павел Дуров решил переосмыслить логотип ВКонтакте с собакой и предложил символ цифрового сопротивления – пса в черном капюшоне, в каких изображает анонимных борцов. Нарисованное от руки изображение он опубликовал на своей странице в соцсети, добавив комментарий «Digital Resistance». Роскомнадзор, в свою очередь, обратился к представителям App Store и Google Play с требованием удалить приложение Telegram из магазина. Ни Apple, ни Google пока не дали ответа на запрос. Тем временем Telegram по-прежнему доступен пользователям из России. По данным Роскомнадзора, сайт ведомства трижды подвергся DDoS-атакам. Дважды их удалось отразить. Только вот на данный момент сервис недоступен. Ну что же, посмотрим, что будет дальше. Это были мобильные новости, которые вы делаете сами. Если вы стали очевидцем интересного события и являетесь автором популярного ролика, присылайте нам свои материалы на телефон горячей линии. Номер указан на экране. Либо на электронный адрес. Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Ждем ваших сообщений. Отмечайте нас по хэштегу Якутия24 и МОБ Новости Як24. Ну а я прощаюсь с вами до следующей недели.